одной из самых главных причин разводов сегодняшнего дня – это непринятие ошибок других, или люди начинают искать ошибки в своих ближних. Муж начинает пытаться сделать из жены идеальную, жена, супруга начинает пытаться сделать из мужа идеального, но сами в ту же секунду не являются таковыми, не являются идеальными. Есть интересная история про одного пожилого человека, который всю жизнь находился в поиске идеальной жены. И вот он лежит на смертном одре, ему более 90 лет, собрались все родственники, близкие, друзья, соседи, все те, кому он был дорог. Среди собравшихся один берет слово и говорит: «Уважаемый, мы все тебя любим, уважаем. Для каждого из нас ты сыграл не последнюю роль в жизни. Ты очень нам помог. Но единственное, при всем при этом мы не можем понять, почему же ты, прожив 90 лет в этом мире, ни разу не женился? У тебя нету ни детей, ни жены. Возможно, если у тебя была бы сейчас жена и дети, ты бы сейчас не болел, ты был бы в здравии, ты бы радовался этому миру». На что он сказал: «Я находился всю жизнь в поиске идеальной, той самой идеальной женщины, которая должна была быть рядом со мной. И я нашел ту самую идеальную женщину, будущую супругу, уже запланировал в своих планах, что женимся, будут дети. Но когда пришел делать предложение, она мне отказала». Почему отказала? Потому что какой бы я ни был хороший, я тоже был не идеальный, а она тоже так же искала идеального мужа. Банальная истина: каждый из нас не идеален, но в то же самое время мы забываем об этом. Я даже вам могу загадать загадку. Есть такой орган у человека. Каждый раз, когда человек открывает глаза, он видит часть тела, эту часть тела, но ему кажется, что он ее не замечает, что он ее не видит. Как вы думаете, это какая часть тела? Да, это нос. Каждый раз, когда человек открывает свои глаза, он видит переносицу и он видит свой нос. Но мозг убирает эту информацию. И смотря на кого-то, он думает, что он не видит свой нос, но видит зато чужие носы во всей красе. Так же и с нами. Мы знаем, что мы не идеальны, мы видим свои недостатки, но со временем мы перестаем их замечать. Мы пропускаем их, мы не замечаем их, мы стараемся их не замечать. Но ошибки других, недостатки других мы видим во всей красе. Поэтому, дорогой мой друг, если хочешь стать счастливее, стать лучше, стать ближе к Творцу, к Аллаху Тааля, научись видеть ошибки в себе, недостатки в себе и исправлять их, и не искать их в других. Потому что если мы начинаем искать их в других, мы тут же встаем на путь шайтана, путь гордыни, путь отдаления от Всевышнего Аллаха Тааля. Пусть Аллах Тааля даст каждому из нас стать лучше, добрее, умелее и исправиться от своих ошибок. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит: нету человека без ошибок. Каждый человек ошибается. Но лучшие из тех, кто ошибается, это те, кто исправляет свои недостатки, свои ошибки. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.